За последние 10 лет на предприятиях Казахстана пострадало более 19 тысяч человек. Более сотни детей лишились своих родителей. В группе фонда за последние 3 года пострадали от несчастных случаев на производстве 364 работника. Из них 37 погибли, 79 детей остались сиротами, из них 62 несовершеннолетние. Привет, как тебя зовут и сколько тебе лет? Жандос, мне 12. Меня зовут Алия, мне 14 лет. Это Айбек, ему 9 лет. Женя, мне 10 лет. Кто для тебя крутой? Папа крутой. Маму. Артем Краснов и Джонни Депп. Но папа сильнее их. Но он все умел делать. И на гитаре играть. И был КМС по боксу. Маму даже папа боялся. Потому что он самый добрый. Чем ты любишь заниматься? Он любит заниматься боксом. После того, как умер папа, нужно было маме помогать. Поэтому после школы я занимаюсь домашними делами. Что ты любишь делать в свободное время? Я, помогаю Айбеку с уроками, слежу за ним, папе готовлю кушать. Дочка повзрослела совсем. Я даже не заметил. Хоть дочка молодец. Красавица. Чем ты занимаешься в свободное время? Ничем. После смерти мужа она очень сильно изменилась. Я даже не знаю, как ей помочь. Он на работе был. Под поезд попал. Ему очень нравилось смотреть и слушать спортивный матч в онлайн. Находясь на железнодорожных путях, в наушниках, он не услышал звуковые сигналы, в результате чего произошел наезд со смертельным исходом. Мама, она с высоты упала. Несчастный случай произошел на работе во время спуска со 2-го яруса строительных лесов. Моя супруга, в общем, потеряла равновесие. И упала на металлический пол. Папа умер на работе. Дядя сказал маме, что он правила не соблюдал. Если бы соблюдал бы, то не умер бы. Муж не был пристегнут. И, как потом написали в заключении, получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. За сухими цифрами статистики стоят конкретные пострадавшие работники. Их искалеченные судьбы, обернувшиеся трагедиями для близких. По результатам анализа травматизма, 80% несчастных случаев происходит по грубой неосторожности самих пострадавших. Это напрямую связано с принципами культуры безопасного труда на производстве. Под культурой безопасности подразумевается, что все работники осознают и соблюдают правила и нормы безопасности и следят за тем, чтобы другие поступали так же. Поэтому так важно добиться, чтобы безопасность стала обыденной привычкой, нормой поведения, а не бременем. Что бы ты сказал своему отцу напоследок, если бы у тебя была такая возможность? Не надевай наушники во время работы. Будь всегда осторожен. Мы по тебе очень скучаем. Теперь без тебя пусто. Соблюдай технику безопасности. Мы ждем тебя дома.